Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 17 ноября 2020 года. Это будет вторник. Посмотрим, какой будет день. Король бубновый. Что будет помогать, что будет мешать. Итак, король бубновый — это у нас карта очень такого удачного дня, когда решаются любые вопросы, которые раньше тормозились. И, знаете, удача может прям вот в руки идти. Даже такое ощущение, что раньше мы бились, а толку не было, а сегодня просто как двери все перед нами открываются. Особенно будет вести в сфере материальной, в сфере продвижения по службе, да, когда мы решаем какие-то вопросы с другими людьми. Вот это очень-очень хороший день для того, чтобы решать сложные какие-то вопросы. И даже, может быть, какие-то затяжные конфликтные ситуации разрешаются в этот день. Вот дама трефовая как раз об этом говорит. Также карта очень хорошая для коммерции, для индивидуальных предпринимателей. Карта очень хорошая для продаж, когда мы через интернет продаем, покупаем через интернет. Также эта карта такая рискованная, да. Если вы, допустим, раньше рискнули в деньгах, вы сегодня можете получить выигрыш. Но, в принципе, вот по карте близлежащей, да, нужно сказать, что сегодня, прям сегодня рисковать не стоит, потому что вот те результаты, которые раньше, вернее, те дела, которые мы раньше начали, мы можем получать сегодня результаты, а вот рисковать сегодня не стоит. Так, что еще у нас здесь важно? Любого рода судебные процессы, консультация по юридическим вопросам, решение учебных каких-то дел, экзаменов, какие-то поездки очень важные. Все это сегодня благоприятно и будет получаться очень легко. Очень удачный день, когда вот стоит продвинуться в чем-то, выйти на новый уровень, договориться и так далее. Что будет помогать? Дама трефовая. Карта говорит о том, что будет помогать обдумывание своего шага каждого, да, как бы такой точный расчет. Что еще здесь важно? Действовать быстро, действовать, может быть, непривычно для себя, как-то по-другому, да, иногда может быть какая-то ситуация, которую вы совершенно не ждали, да, вот нужно среагировать быстро. И опасаться доверять слишком сильно, потому что здесь могут быть какие-то манипуляции, вот вами могут манипулировать, да, то есть нужно, не доверяйте слову, все проверяйте. Что будет мешать? Валет трефовый, когда мы вот как раз без проверки действуем, когда мы просто по чувству, да, вот хочу, сделал, вот это будет мешать. Когда мы будем вмешиваться в чужие дела, когда мы будем какие-то решения принимать радикальные, ну, допустим, я хочу разорвать отношения там с партнером по браку или с партнером по работе, или я хочу, допустим, срочно вложить куда-то деньги. То есть без проверки ничего сегодня делать нельзя. Вот эти все, знаете, вот лучше все какие-то непредвиденные ситуации стараться использовать себе на благо. Потому что здесь вы можете просто начать конфликт, вы можете как-то невыгодно для себя вот эту неожиданную ситуацию использовать. То есть старайтесь все поворачивать себе на пользу. Отношения для тех, кто в поиске, шестерка червовая, белая полоса начинается для отношений, для знакомств. Это карта будущего, да, то есть то, что вам предназначено по судьбе, то и происходит. Хороший такой поворот в жизни. Для тех, кто в паре. Девятка бубновая. Вот здесь какие-то важные дела. Возможно, сделка какая-то. Может быть, даже и приобретение недвижимости. Или это переезд какой-то. Или что-то крупное вы здесь покупаете, да, что вот к чему, может быть, долго готовились, вкладывались с обеих сторон. Так. Ну и вообще какие-то очень значимые перемены, какой-то период заканчивается у вас. Но все тут успешно очень для вашего будущего.
Что бы ни произошло, это все на благо для вас. И вообще вот по этой карте происходят перемены какие-то. Знаете, вот была одна жизнь, сейчас совсем другая. Вот если, допустим, вы переезжаете, то у вас уже другая жизнь. А кто-то из партнеров переходит на новую работу, другая жизнь. Приобретаете недвижимость, опять же, другая жизнь. Статус может меняться. Были не женаты, теперь в браке. Или были без детей, теперь вот дети появляются. Также здесь могут решаться вопросы раздела денег. Как-то, знаете, или раздела имущества. Или вообще вы можете здесь как-то договариваться, как вы будете дальше жить вот вместе. Серьезные какие-то тут изменения будут. Такое ощущение, что ваша жизнь вот больше не будет прежней. Серьезная карта. Для тех, кто в ссоре. Дама бубновая. Ну, здесь от вас зависит ваш выбор. Скорее всего, здесь появляются новые партнеры, да, и вы вот думаете, нужен ли вам тот человек, с которым вы поссорились. Скорее всего, здесь новые знакомства, встречи, и вы выбираете. Работа. Для тех, кто в поиске работы. Семерка бубновая. Здесь будет очень много бесед, собеседований, да, телефонных звонков, встреч, переговоров. В общем, здесь вам могут, кстати, помочь дружеские какие-то связи. Ну и любые средства коммуникации нужно для этого использовать, да. Через людей все здесь у вас решается, через других. Так, для тех, у кого есть работа, десятка бубновая. Карта говорит о том, что вы можете быть сегодня таким значимым лицом, который передает, допустим, опыт. Или просто вот ваши профессиональные навыки очень будут оценены, и вы прям на высоте здесь. Также эта карта и обучения дополнительного, может быть, вы сами будете приобретать какие-то дополнительные знания. И еще, вы знаете, по этой карте что-то, какая-то ситуация станет для вас ясной, откроется что-то для вас очень важное, прояснится. Так, теперь те, кто своим делом зарабатывают, король бубновый, ой, король трефовый. Здесь ситуация меняется прямо на глазах. С утра было одно, а вечером уже другое, да. И такое ощущение, что сегодня могут быть конфликты. Если, смотрите, сегодня самое важное не торопиться, все проверять. Вот это очень хорошо подчеркивает еще раз то, что я вначале говорила, да. Не торопиться, все проверять, информацию обдумывать, только разумные решения принимать и ни в коем случае не на эмоциях. И здесь может быть конфликт интересов или обман со стороны там партнеров, клиентов и так далее. То есть не спешите, если, допустим, в одно время дня возникает ситуация, она в этот же день может разрешиться, если вы не будете спешить, не будете обострять ситуацию. Тут все обдумывать надо, проверять. Деньги для тех, кто на зарплате, неожиданный какой-то приход денег, какой-то выигрыш может быть. Вот. Или может быть ситуация, когда вы вдруг сделку какую-то, допустим, которую долго ждали, совершаете. Или может быть тратите большое количество денег, когда не планировали. В общем, какая-то ситуация неожиданная, которая требует от вас финансов, да. Ну, или вы принимаете финансы от человека, допустим, как подарок, или ситуация какая-то, когда финансы вам приходят неожиданно. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка трефовая, здесь может быть действительно какая-то ситуация с потерей денег, или может быть много выплат, может быть возвращение каких-то средств, допустим, была совершена услуга, да, и приходится возвращать средства. Или может быть здесь просто воспринимаете вы очень тяжело все то, что с деньгами связано, да, может быть, эта ситуация не настолько серьезная, а вам тяжело это переварить как-то. Очень много забот денежных, тревог, выплат. И
Здесь вот опять же указание на то, что могут быть денежные потери, если здесь необдуманно что-то делать, спешить. Здоровье. Восьмерка бубновая. Это очень хорошая карта для здоровья, особенно для тех, кто болел. Это вот выздоровление или это правильный диагноз, правильное назначение. Ну, в любом случае здесь решение проблемы, улучшение здоровья. И, скорее всего, что-то значимое в этот день произойдет по поводу здоровья, что вас удивит и порадует. А если вы здоровы, то вот как раз ваша сила, вот эта энергия внутренняя, она вам позволит добиваться многого. То есть благодаря, вот говорят же, что нет энергии у человека, нет денег, да. То есть если у вас много энергии, то для вас вообще все вопросы решаются, и денежные, и рабочие, и в отношениях, и сделки вы совершаете. То есть в этот день очень важно энергию на высоком уровне держать. Ну и, конечно же, чтобы она была такая вот положительная, в позитиве. Итог дня. Семерка трефовая. Карта говорит о том, что сегодня сложный день, трудный, когда вот нужно все организовывать, может быть и усталость, и раздражение в конце дня, и вы чувствуете, что к переменам каким-то надо приспосабливаться, или, может быть, кто-то на вас реагирует холодно, да, и вам это трудно принять. В общем, какие-то сложные такие переживания, да, то есть день нужно переварить, скажем так, разложить все по полочкам и понять, что какие-то мелочи, они не должны вас выбивать из колеи, да, и ко всему можно привыкнуть. Самое главное, что все живы, здоровы, и остальное, да, все можно решить. То есть не надо обращать внимание на мелочи. Сегодня это так, а завтра все будет по-другому. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.